Добрый день, дорогие телезрители и радиослушатели. В эфире программа «Якутск сегодня». В студии для вас работает Ларина Сукуева, за режиссерским пультом Николай Слепцов и Михаил Эверстов. В России запущен проект по созданию федеральной государственной информационной системы «Единая цифровая платформа. Национальная система пространственных данных». В некоторых регионах страны система уже действует, так как туда внесены пространственные данные этих субъектов. А с этого года, с 24-го, в данный проект включена и Якутия. В настоящее время идет отбор информационных систем по земле и недвижимости региона, данные из которых будут включены в платформу, коротко НСПД. Что это даст жителям Якутии, об этом более подробно сегодня в нашей студии расскажет начальник отдела повышения качества данных ЕГРН Управления Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Республике Саха-Якутия Денис Лазарев. Добрый день, Денис Алексеевич. Да, здравствуйте. Друзья, не забывайте, мы работаем в прямом эфире, поэтому если у вас есть вопросы по этой теме, смело звоните нам в студию. Телефон, я напомню, прежний 320066 и 321166. И также у нас, конечно же, работает WhatsApp номер +7 411 232 0066. Говорят, что после внедрения этой системы жители Якутии смогут, не выходя из дома, выбирать земельные участки, получать полную информацию о них и подавать заявки на оформление. Насколько это верно, мы узнаем прямо сейчас. А для начала, Денис Алексеевич, я хочу задать вопрос вообще, что такое эта платформа НСПД? НСПД – это новая федеральная государственная информационная система, как вы уже сказали, национальная система пространственных данных. Цель этой программы – объединить различные картографические материалы, которые имеются у различных ведомств во всей Российской Федерации. В одну единую базу. Да, то есть идея в том, что все эти картографические материалы должны быть приведены к единому знаменателю в одной подложке, чтобы вы могли условно выбрать, например, слой Росреестра города Якутска и, например, какого-нибудь там Росрыболовства, и смотреть все это одновременно на одной карте, как они относительно друг друга расположены. Чтобы представим, что вот вы хотите, например, построить дом, и вы смотрите на карте, что вот ваш участок, это данные Росреестра, вот зона затопления, это данные города Якутска, а вот, например, там же зона культурного наследия, данные Министерства культуры Республики. И что теперь вы можете знать точно, что на этом месте вам ничто не мешает построить тот же жилой дом. То есть цель программы – объединить все эти данные, сделать их общедоступными и понятными для граждан. Ну, получается, для удобства, да, пользования. А вообще, вот каков срок реализации программы? Я же говорила в самом начале, что с 2020 года все это началось. Да, вообще началось все это дело с 2020 года, то есть с 2021 года уже идет реализация. В 2023 году был запущен пилотный проект на территории четырех субъектов Российской Федерации. Мы туда не попали. А вообще срок реализации программы – это 2030 год. То есть к 2030 году все карт-материалы всех ведомств должны быть объединены в НСПД. И по планам, которые утверждены, опять же, ведомства должны будут использовать НСПД как основу в своей деятельности. Угу. Ну, а сейчас-то можно пользоваться вот НСПД? Сейчас, да. Сейчас, конечно, уже можно этим пользоваться. То есть сейчас уже карта работает на всей территории Российской Федерации, и в том числе и на территории республики. То есть любой человек может зайти на сайт nspd.gov.ru и воспользоваться этим сервисом. То есть он общедоступный. Ну, получается, мы-то вошли вот с начала этого года, а что успели сделать за это время, вот за 6 месяцев? За 6 месяцев, то есть, получается, сейчас туда вошли полностью наши данные, то есть данные Росреестра. То есть это у нас объекты недвижимости, то есть земельные участки, здания, сооружения, помещения. Это, получается, территориальное зонирование, то есть это раздел на территориальные зоны. Затем это то, что называется зоны с особыми условиями использования территории. То есть это, например, электросетевая охранная зона ЛЭП. Это приаэродромная территория, в которой тоже дома, например, строить нельзя и тому подобное. То есть, в принципе, все данные Росреестра, они уже вошли в НСПД. Угу. А вот помимо Росреестра данные каких федеральных ведомств будут уже внесены в это НСПД? Там очень большой перечень. Можно начать с того, что наиболее актуально и понятно будет гражданам. То есть, в первую очередь, это Минстрой, то есть это Федеральная государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности. То есть это федеральная система, которой пользуются все муниципальные образования, в том числе и в Якутии, понятное дело, куда они загружают свою информацию, то есть свое градостроительное планирование, территориальное зонирование, то есть это именно вот на федеральном уровне объединяются эти данные.
А затем, получается, это Министерство природы Российской Федерации. Это заповедники, да? Да, то есть это заповедные территории, особо охраняемые природные территории и тому подобное. То есть то, чем ведает Министерство природы Российской Федерации. То есть таким образом можно будет увидеть, где эти заповедные территории расположены. И, например, вот из того, что актуально и самое простое, понятное для граждан, при, например, выборе дальневосточного гектара, чтобы не попасть на заповедную территорию, чтобы вам не отказали в предоставлении земельного участка. Ага. Также следующее – это у нас Министерство сельского хозяйства. То есть у нас сейчас есть новый законопроект о том, что будут внесены зоны сельскохозяйственного использования, то есть это территории, на которых земельные участки можно будет использовать только для сельского хозяйства. То есть ничего в иные категории их не переведут, и опять же эта информация будет публичной. То есть, например, чтобы не было таких ситуаций, как люди покупают земельные участки, а потом выясняют, что они не могут их использовать по тому назначению, которое они хотели выбрать. То есть у них вот там установлена, например, пашня, а они думали, что они смогут там дом построить. Но это, извините, невозможно. То есть и эта информация, она публична, она доступна. А потом, как я уже говорил, Министерство культуры, то есть это реестр объектов культурного наследия. А это, например, какие? Ленские столбы? Ну, нет, не Ленские столбы. Ленские столбы – это природный заповедник. Ага. У нас, например, это какие-нибудь археологические памятники, это какие-нибудь там памятники архитектуры. То есть в городе Якутске это вот всякие там различные старинные дома. Ага. Соответственно, чтобы было понимание, что такой объект нельзя реконструировать, то есть нельзя условно купить старый дом 19 века и построить в нем магазин, да, или на его месте построить новый дом. Также получается, что существует охранная зона, то есть для того, чтобы для безопасности фундамента этих, например, исторических объектов, там тоже запрещено в каком-то радиусе там, производить работы, взрывные или там строительные работы. Также еще туда должны зайти в НСПД сведения налоговой службы, то есть это налоговый у нас является оператором государственного адресного реестра, то есть налоговая ведет адресный реестр, и все адреса, которые присваиваются объектам, им ведает налоговая. И, соответственно, эта информация тоже должна будет попасть в НСПД. То есть, таким образом, получится, что все объекты, которые внесены в НСПД, у них будет загружен адрес, будет видно, где они расположены и как они соотносятся друг с другом. Также еще у нас это государственный водный реестр, которым ведает Федеральное агентство водных ресурсов. И, пожалуй, из всего, что перечислено, самое понятное и наглядное – это данные Роскосмоса по космическим снимкам Земли. То есть в НСПД доступны различные подложки. То есть сейчас там реализовано, в первую очередь, конечно, это спутниковая подложка, то есть, условно, примерно как Google карта, Яндекс.Карта, чтобы понимание было. То есть можно увидеть, как ваш объект расположен, то есть как границы вашего объекта расположены относительно спутникового снимка, то есть реальных географических объектов. Также сейчас разрабатывается так называемая цифровая объектовая схема. То есть это тоже карта, относительно которой можно будет смотреть ваши объекты. Также единая электронная карта основа. И сейчас у нас летают беспилотные аппараты, и они фотографируют, создаются ортофотопланы всей республики. У нас, в принципе, республика более-менее отснята в определенном масштабе. Конечно, не в самом крупном. Но, тем не менее, у нас ортофотоплан имеется, и это все будет загружено. То есть, таким образом, в результате чего все это... К чему все это должно прийти? Что будет доступно несколько подложек. То есть, вы можете смотреть одновременно спутниковую карту, карту Росреестра, то есть вот спутник, и на фоне этих спутниковых снимков объекты недвижимости. Также можно выбрать ортофотопланы или цифровую объектовую схему. То есть объектовая схема – это именно как карта. Такая, если вы представляете себе бумажную обычную карту, что вот на ней расположены там дома, улицы, и вот опять же можно поверх этой карты отразить объекты недвижимости. То есть получается как бы слоями, да? Да, да. То есть вообще задача в том, чтобы в таком виде слоеного пирога были представлены все данные всех ведомств, чтобы люди сразу могли понимать, где что находится и как оно относительно друга расположено. Вот. Ну, вы сейчас говорили про федеральное ведомство, а что по поводу регионального компонента? Региональный компонент, у нас есть план по внесению в НСПД сведений из региональных, как сказать, картографических сервисов. Для примера можно рассмотреть пилотные проекты в других регионах. То есть у нас характерный пример, близкий нам, в том числе географически, и это Иркутская область. То есть в Иркутской области... Иркутская область была в первой очереди пилота. Она вошла в НСПД в прошлом году. И у них сейчас внесены сельскохозяйственные территории. То есть там прям видно вот территории сельского хозяйства. Охранные зоны газопроводов. То есть это именно
То есть по карте можно определить, на каком расстоянии от газопроводов нельзя ничего строить, то есть сколько метров минимальное расстояние и тому подобное. Также трубопроводы, то есть это именно нефтепроводы. Линии электропередач, то есть у них уже внесена информация о большинстве линий электропередач и также, соответственно, информация об охранной зоне, что на каком расстоянии от них нельзя осуществлять хозяйственную деятельность. Железнодорожные пути, то есть также аналогично, это тоже линейные объекты. И автомобильные дороги, да. Угу. И также, соответственно, у них очень... То есть понятно, что в Иркутской области, так же, как у нас, очень большие реки, и у них там внесены водоохранные зоны, то есть в которых нельзя осуществлять хозяйственную деятельность для того, чтобы не загрязнить воду. Также зоны охраны с точки зрения санитарного надзора, то есть чтобы люди не загрязняли водоемы, которые используются для питья. И, опять же, объекты культурного наследия и особо охраняемые природные территории, но уже на уровне региона. То есть это не на федеральном уровне, а вот как раз на уровне региона, потому что они различаются. И, соответственно, вот на примере всего этого мы можем видеть, что главное это в чем? В том, что теперь органы местного самоуправления и органы государственной власти субъекта должны вносить всю эту информацию в НСПД, и она должна становиться публичной. То есть теперь любой человек может воспользоваться и узнать все, что он хочет на эту тему. Вот очень много вы перечисляли сейчас, да, различные ведомства и федерального, и регионального, да, уровня. Вот получается, слоев-то много, а сколько всего слоев? Всего сейчас по состоянию на 1 апреля было 257 слоев. То есть это получает... Большая часть это федеральная, но также доступны местные. То есть сейчас любой человек может зайти на этот сайт и выбрать условно 5 слоев Росреестра, 10 слоев Минприроды, 5 слоев Иркутской области и посмотреть, как относительно друг друга они расположены. То есть как у них расположен земельный участок или здание, сооружение, неважно в данном случае. И определить их местоположение. А насколько это будет удобно пользоваться всеми 257 слоев, да? Насколько это нужно для обычного гражданина, и насколько это будет удобно пользоваться? Для граждан тут вопрос такой, что там же предусмотрены различные сервисы. То есть там есть отдельные сервисы для граждан, а есть отдельные сервисы для профессиональных участников. И, соответственно, для граждан самое главное это в чем? В том, что НСПД, у нее довольно простой, понятный интерфейс, она очень быстро работает. То есть для гражданина достаточно выбрать слой Росреестра на фоне того же спутникового снимка и понять, как расположены объекты. То есть определить, опять же, возможность размещения зданий, сооружений. И в целях интереса, да? Да, даже просто земельные участки, посмотреть, как это все расположено, как там в лесу, что там строят и так далее. И что к чему относится, да? Да. А вообще в нашем регионе что ожидается в этом году? В этом году ожидается... У нас подписан план до 2027 года. То есть до 2027 года все должно быть внесено. У нас, получается, на первом этапе мы должны внести территориальные зоны. То есть надо вообще для начала объяснить, что такое территориальная зона. То есть в каждом населенном пункте есть правила землепользования и застройки. То есть они утверждаются местным советом депутатов. Можно лучше, конечно, на примере Якутска рассмотреть. То есть есть правила землепользования и застройки города Якутска, которые утверждены местным советом депутатов. В правилах землепользования и застройки город Якутск разделен на территориальные зоны. То есть есть, например, зона жилищного строительства, есть зона садоводства, сельского хозяйства, среднеэтажной застройки, высотной застройки и так далее. И, соответственно, представим, что вот вы купили земельный участок в зоне ИЖС, и вы можете при этом выбрать вид разрешенного использования вашего участка из перечня, который установлен городом Якутском. Например, это может быть ИЖС, это может быть садоводство, это может быть... для граждан это, конечно, не так интересно, но размещение улиц, тротуаров, или размещение магазинов, например, для предпринимателей, может быть интересно. И, соответственно, данные по территориальному зонированию, они сейчас размещены на геопортале города Якутска. То есть есть такой ресурс, он тоже публичный, называется геопортал города Якутска, можете зайти попробовать, там тоже карта, она простая, относительно понятная, то есть там тоже можно найти свой участок и понять, что в какую территориальную зону он относится. И какие у вас есть возможности для строительства, какая у вас минимальная площадь, можете ли вы разделить этот земельный участок, можете ли вы объединить свои участки, и какие виды разрешенного использования вы можете использовать в отношении вашего земельного участка. А также, получается, опять же, по планам,
возвращаясь к территориальному зонированию, по планам мы должны в течение 1,5 оставшихся лет внести в ЕГРН, то есть Единый государственный реестр недвижимости, все территориальное зонирование республики, все населенные пункты. Сейчас ведется активная работа на эту тему с Министерством имущественных и земельных отношений и с органом местного самоуправления. И по плану мы должны в течение 1,5 лет, то есть до конца 2025 года, внести все это зонирование в ЕГРН. Это будет первый этап. То есть тут в чем смысл? В НСПД доступны все сведения Росреестра, вся публичная информация об объектах. То есть об объектах там информация полностью доступна, абсолютно вся. То есть о правах у нас сейчас из-за закона о персональных данных сведения о правообладателях скрываются, некоторые, о физических лицах. Но именно вот информация об объектах, она общедоступна была и остается. Соответственно, у нас в НСПД зальется территориальное зонирование, это первый этап. Также сейчас осуществляются съемки и подготовка ортофотопланов, то есть это карт для населенных пунктов. Так, да, я, Денис Алексеевич, вас немножко прерву, потому как у нас поступил телефонный звонок. Позже мы вернемся к нашему разговору. Добрый день, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте, говорите. Так, у меня такой вопрос. В декабре прошлого года я приобрела земельный участок в городе Якутске. Мне сказали, участок был под строительство жилого дома в Росреестре. Потом весной, когда я уведомление о строительстве частного дома направляла, мне сказали то, что данный участок у меня находится в зоне Л1. Соответственно, строительство жилого дома сказали то, что там не должно быть, да. Потом я направила заявление, чтобы зону земельного участка изменили на Ж2 17 апреля. Но до сих пор ответа нету. Вот. Меня интересует вопрос, в какие сроки рассматривается данное заявление и когда я могу получить ответ, а также есть ли возможность вот именно изменения зоны данного участка. Спасибо вам за звонок. Да, такая возможность есть, но я сразу скажу, что то, что вы спрашиваете, это не услуга Росреестра. То есть территориальное зонирование устанавливается администрацией города Якутска, вернее, Советом депутатов. То есть Совет депутатов принял решение об изменении территориального зонирования в отношении территории определенной, в том числе вашего участка. При этом собственники земельных участков могут подавать ходатайство об изменении территориальной зоны именно их участка. И они рассматриваются по регламентам, которые установлены городом Якутском. Я, к сожалению, не знаю, какой срок рассмотрения у них, потому что это муниципальная услуга. Соответственно, если они ответят на ваше заявление и установят вам территориальную зону, информация к нам сразу же поступит. И в таком случае вы сможете зарегистрировать свой дом. Но это все будет по решению администрации города Якутска. Ну, уточнять, получается, у них, да? Да. То есть я так понимаю, что вы заявление подавали через МФЦ, потому что прием идет в том числе через МФЦ. И, соответственно, можно там же узнавать о готовности. Все понятно. Так, да, и Денис Алексеевич, давайте продолжим, да, о том, о чем мы с вами говорили. А в какой срок вот вся эта информация будет загружена НСПД, потому как все-таки Якутия это довольно-таки, даже не довольно-таки, это самый большой субъект Российской Федерации, там такие расстояния, такие масштабы. Да, это вы очень верно заметили, что у нас, конечно, самая большая площадь, и при этом у нас население довольно так расселено не очень плотно, распределено по большой площади. У нас очень много муниципальных образований, то есть у нас сейчас 454, по-моему, муниципальных образования, больше только в Дагестане. То есть у нас очень сильно рассредоточено это население. В каждом муниципальном образовании установлены свои правила землепользования и застройки, которые должны быть внесены в ЕГРН. То есть это все дополнительный объем работ. Каждый населенный пункт должны будут снять беспилотными летательными аппаратами или использовать имеющуюся съемку, если она подходящего масштаба. То есть это все очень большая работа, но по плану мы должны все это завершить к 2027 году. Мы надеемся, что мы это все осуществим. А кто это будет делать? И как это будет проходить все? Ну, вообще, по поручению президента о реализации программы НСПД главный ответственный – это, конечно, Росреестр. То есть Росреестр осуществляет большую часть работы, в том числе вносит эти карт-материалы, а также вот определенные ведомства, которые я перечислял ранее, муниципальное образование и региональные органы исполнительной власти, они также участвуют. Но в первую очередь, конечно, Росреестр.
Мгм. Дорогие друзья, не забывайте, что мы работаем в прямом эфире, так что вы можете смело звонить нам в студию, задавать вопросы. Сегодня мы говорим о такой программе, как НСПД, Национальная система пространственных данных, поэтому звоните и задавайте вопросы. Сейчас реклама. Программа «Якутск сегодня» продолжает свою работу. Итак, жители Якутии смогут выбирать земельные участки через новую федеральную государственную систему. Сейчас идет отбор информационных систем по земле и недвижимости региона, данные из которых будут включены в платформу НСПД. Далее о государственной программе «Национальная система пространственных данных» мы продолжим беседовать с начальником отдела повышения качества данных ЕГРН Управления Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Республике Саха-Якутия Денисом Лазаревым. Друзья, не забывайте, мы работаем в прямом эфире. Наш телефон в студии 320066, 321166. И у нас работает WhatsApp номер +7 411 232 0066. Денис Алексеевич, скажите, пожалуйста, в эту систему, которая уже сейчас существует, да, может зайти любой гражданин, да, или есть какие-то данные пока закрытые? Нет. Там все зависит от того, кто заходит в систему. То есть там есть два варианта. Первый вариант – это вход для физических лиц. Второй вариант – это вход для... Юридических? Да, нет, не для юридических лиц, можно сказать, для профессиональных участников. То есть это органы государственной власти и органы местного самоуправления. И, наверное, в будущем уже это будут застройщики и другие подобные организации. То есть, соответственно, при входе у человека есть два варианта. То есть, вообще система-то является общедоступной, в принципе. То есть, карта работает всегда, она не требует регистрации. А если уже зайти через учетную запись госуслуг, там отдельной регистрации не требуется, только вход через госуслуги, тогда можно, соответственно, воспользоваться будет сервисами, доступные либо для физических, либо для профессиональных. Да? Да. А вот какие функции для профессиональных участников вообще существуют? Для профессиональных участников, так, вообще, смотрите, есть план по реализации функций, то есть сейчас доступны несколько, и с 2025 года будут новые. То есть, в первую очередь, это контрольно-надзорная деятельность, то есть это для муниципального земельного надзора, то есть надзор за использованием земельных участков, чтобы люди не строили то, что они не имеют права строить, с нарушением нормативов, то есть выше определенной высоты, ближе к забору, чем положено и тому подобное. То есть чтобы условно на землях сельскохозяйственного использования не строили жилые дома или там объекты торговли. Второй вариант сервиса, который тоже будет реализован, это комплексное развитие территории. То есть в чем смысл? Есть вообще есть такая процедура комплексное развитие территории. То есть когда в отношении определенной территории принимается решение о ее комплексном развитии, то есть идет большая проработка в отношении всего этого квартала, например, что тут будет дом, 10 домов, там будет магазин, здесь будет школа, аптека там и так далее, да? Будут проведены дороги и тому подобное. В чем смысл-то? В том, что вообще этим занимается, конечно, орган местного самоуправления и органы власти субъекта, но при этом будет публично доступна информация для застройщиков, то есть для тех, кто планирует поучаствовать в реализации этого комплексного развития территории. Это тоже будет реализовано к 2027 году. Эта функция ожидается. Также есть такая функция, опять же, для профессиональных участников, которая называется «Умный кадастр». Это функция по определению качества использования территории. То есть, например, считается, что это будет полезно в первую очередь для начисления налогов или для органов местного самоуправления. То есть представим, что у вас есть территория сельского хозяйства. И вот при этом есть спутниковые снимки этой территории и есть сведения ЕГРН. И по снимкам видно, по сведениям ЕГРН на этой территории нет зданий, сооружений, а при этом по снимкам, спутникам видно, что там имеются какие-то незарегистрированные здания, сооружения, которые, возможно, возведены с нарушением норм и правил. Или же в обратную ситуацию, это если земельные участки не освоены. То есть сейчас вообще есть такое понятие в законе, как освоение земельных участков. То есть граждане, которым предоставляют земельные участки, обязаны их использовать. То есть смысл в том, что по земельному законодательству у нас земля является ценным ресурсом, и при этом ресурсом, понятное дело, весьма ограниченным. И поэтому государство ставит цель, чтобы люди рационально использовали и вообще использовали свои земельные участки, что они должны быть огорожены заборами, что если вам предоставили участок под ИЖС, вы должны на нем построить жилой дом. Если вам предоставили участок под гараж, вы должны построить гараж. А если вам предоставили под сельское хозяйство, вы должны там... Только сельское хозяйство. Да. И, соответственно, этот сервис поможет определить использование территории.
То есть именно целевое использование территории, и поможет автоматически, например, муниципальному земельному надзору выявлять нарушения земельного законодательства. Мгм. А вот вообще какие дополнительные функции ожидаются? Вот схемы для строительства ИЖС, вот мы тоже только что об этом говорили, да? Земельные участки для строительства, туризма, вот, наверное, Да. для наших слушателей будет интересно. Да. Вот смотрите, можно начать со схемы для строительства жилого дома. То есть сейчас вообще у граждан есть возможность зарегистрировать жилой дом по упрощенке. То есть, ну, как вот мы называем, да, вот, извините, сленгово, в упрощенном порядке. То есть на основании только декларации и технического плана. То есть если у вас земельный участок под индивидуальное жилищное строительство, вы можете на нем построить жилой дом. Если он соответствует нормативам и правилам, вы для этого не получаете разрешение на строительство. Вы его строите, то, что называлось раньше хозяйственным способом, то есть самостоятельно. Затем вы обращаетесь к кадастровому инженеру, заполняете декларацию, и готовится технический план. При этом, получается, вы никаких согласований, разрешений не получали. И это упрощенный порядок. Также есть другой порядок с направлением уведомлений. То есть вы направляете уведомление в муниципальное образование, что я, вот, Иван Иванович, хочу построить жилой дом. Они вам говорят, что да, ваш жилой дом соответствует нормам, правилам, что у вас отступы от соседей соблюдены, и что вот действительно вы строите правильный, хороший дом. После завершения строительства вы направляете уведомление о завершении строительства, где орган местного самоуправления удостоверится в том, что действительно вы построили дом в соответствии с тем, как вы его заявляли, в том же месте, где он должен быть, и у вас соблюдены, в первую очередь, все отступы. В чем смысл? В том, что у банков на территории республики, в том числе при регистрации жилых домов и оформлении их в дальневосточную ипотеку, есть требования о том, чтобы люди получали эти уведомления. Потому что банк тем самым может узнавать, что действительно люди соблюдали все нормативы и правила. Потому что если, как вот я говорил сначала, в упрощенном порядке, подразумевается, что вся ответственность на гражданине, что он добросовестно, как у нас указано в законе, в Конституции, что граждане обязаны соблюдать законы страны. Соответственно, гражданин, который построил жилой дом и зарегистрировал в упрощенном порядке, то он сам знает, что нужно, условно, 3 метра от забора, 1,5 метра от туалета и так далее, да, чтобы соблюдались эти пожарные нормативы. А банки в это не верят, и поэтому банки просят, чтобы люди получали эти уведомления. И вот как раз этот сервис позволит эти уведомления формировать в электронной форме автоматически. То есть вы заходите, то есть когда это будет реализовано в 2025 году, вы заходите на сервис НСПД, заходите через свои госуслуги для того, чтобы НСПД знала, какой у вас земельный участок, на котором вы будете строить свой жилой дом. Вы на нем буквально мышкой чертите контур планируемого жилого дома, и программа вам говорит, что да, у вас отступы соблюдены, у вас нормативы соответствуют, у вас земельный участок под ИЖС, вы можете строить на нем жилой дом. И автоматически будет сформировано уведомление и направлено в администрацию, например, города Якутска. При этом оно, опять же, автоматически будет подписано вашей подписью электронной через госуслуги. То есть это сервис, схема для строительства ИЖС. То есть это ожидается в 2025 году. То есть упрощается, получается, да? Упрощается, да. То есть упрощается именно электронная подача. То есть сервис будет за вас формировать уведомления, то есть буквально в пару кликов. То есть, я очень долго, конечно, рассказывал, но в принципе все довольно просто. То есть мышкой начертили прямоугольник, контур вашего дома, нажали сформировать контур, нажали направить в администрацию, администрация вам ответила, вы получили уведомление. Угу. Спасибо за этот ответ. И у нас есть WhatsApp вопрос такой довольно-таки масштабный. Здравствуйте, я являюсь кадастровым инженером. Вопрос следующий. До 2022 года кадастровый учет шел в системе координат 1988 года. Теперь нам ввели новую систему координат МСК-14, но она не совпадает по местности со старой системой координат. То есть 2 года назад человек вызвал специалиста, поставил забор по системе координат 1988 года. Тогда все было правильно, а теперь нет. Если он, допустим, смещен на 1 метр, да? И прокомментируйте, пожалуйста, почему так получилось с новой системой координат, как нам работать? Вообще, нужно начать с того, что раньше у нас, то есть до перехода на МСК-14, вообще можно даже еще вернуться назад, что Якутия перешла на единую систему координат, одной из последних. То есть остались только мы и Сахалин. Начиналось, понятное дело, все с маленьких регионов, с небольшой площадью. И в чем вообще причина? В том, что раньше в каждом населенном пункте была своя условная система координат, то есть условно от центра поселка измеряли координаты.
Затем, получается, была отдельная система координат. То есть у нас в каждом населенном пункте своя система координат. Также была отдельная система координат в каждом районе для того, что называется межселенная территория, то есть между селами. И при этом проблемы возникли в основном на именно вот стыке этих территорий. То есть, условно, вот у вас участок на границе поселения, а с другой стороны, например, к нему примыкает другой участок. И при пересчете неизбежно возникали ошибки, потому что это масштабная работа, то есть это же было все произведено автоматически, то есть были рассчитаны параметры, что там вот такая-то точка, она вот соответствует такой-то точке, и каждый земельный участок, то есть это 400 тысяч примерно объектов у нас были пересчитаны автоматически. И, конечно, всплыли ошибки, потому что это все накапливалось годами, и понятно, что от этого никуда не деться. И у нас есть план, как вот я вот ранее рассказывал, что мы исправляем реестровые ошибки, у нас есть план работы на этот год, будет план работы на будущий год, то есть управление постепенно, это будет не быстро, исправлять такие ошибки. То есть, получается, как работать-то, вот спрашивают, да, на что ссылаться? Нет, ссылаться нужно измерять в системе МСК-14 по новым фактическим координатам. То есть, если это кадастровый инженер, то он замеряет, соответственно, скорее всего, методом спутниковых наблюдений, то есть по спутниковому измерительному прибору с точностью до сантиметра. И, соответственно, нужно делать все по прибору, потому что неизбежно мы придем к тому, что все эти ошибки будут исправлены, и границы будут соответствовать тем, какие они есть в действительности. Спасибо вам за этот ответ. А вернемся мы все-таки к НСПД. Да? В нашей же республике есть, скажем так, аналогичные региональные программы. Вот вы говорили про Гео-Якутск, еще у нас публичная кадастровая карта. Да? Как вот, что с ними-то теперь будет? Они будут уже включены в НСПД слоем как-то, вот про слои мы говорили до этого. То есть, как я говорил, они будут заливаться, плохое слово, загружаться в НСПД отдельными слоями. То есть мы ожидаем, что, опять же, до 2027 года вся информация от города Якутска будет загружена в НСПД, и также в НСПД загружена публичная кадастровая карта. То есть надо вообще отметить, что НСПД, в принципе, по своему функционалу для простых людей, то есть если не воспользоваться пользоваться сервисами, а именно по своему базовому функционалу, она повторяет публичную кадастровую карту. То есть также можно внести кадастровый номер, нажать поиск, найти объект на карте, посмотреть его соседние участки, нажать на соседние участки, посмотреть их кадастровые номера, запросить выписку можно там же. То есть, в принципе, функционал-то соответствует публичной карте. Я вот хотел сразу сказать, что почему мы про эту систему распространяем информацию, потому что она заменит собой публичную кадастровую карту. То есть публичная кадастровая карта закроется не позднее, чем 1 января 2025 года, то есть через полгода. Через год, меньше, чем год, да. Ага. Так, у нас еще один WhatsApp-вопрос. Раньше это было в ведомстве, имеется в виду НСПД, местного самоуправления. Сейчас как они реагируют на это? Все станет все масштабно и открыто. Такой вот вопрос. Я, конечно, не могу знать, как на это реагирует местное самоуправление, но мне кажется, для них самих, в первую очередь, это будет тоже очень удобно. То есть сейчас же какая схема, что вот они запрашивают нашу выписку, они смотрят, буквально вот распечатали и смотрят в эту выписку, а потом сравнивают глазами визуально со своей системой. Особенно если мы говорим про маленькое муниципальное образование, то есть не город Якутск. Понятно, что у города Якутска есть вот своя именно электронная система со своей подложкой, они могут туда загружать нашу выписку, смотреть одно на фоне другого, но муниципальные образования небольшие, они, конечно, работают по старинке, то есть буквально вот на бумаге. Вот распечатали на бумаге, посмотрели, вроде как что-то подходит. Поэтому мне кажется, что для муниципальных образований республики это будет удобно. Так, и вы все время говорите про будущее, то есть про 2030 год, когда вот все это закончится, полностью загрузится НСПД. А какими сервисами можно воспользоваться уже сейчас и стоимость услуг сервиса? По стоимости услуг сразу скажу, что сервис бесплатный. То есть это все публичная информация, она бесплатна. И плата за предоставление сведений не планируется. Если мы говорим о сервисах, которые сейчас реализованы, именно для, так сказать, простых граждан, то есть для физических лиц, то есть, как я уже говорил, в НСПД работает сервис, аналогичный публичной кадастровой карте. Также в НСПД можно искать по кадастровым номерам объекты недвижимости. Но для поиска нужно обязательно зайти через свою учетную запись госуслуг. Так, у нас, Денис Алексеевич, еще один WhatsApp-вопрос, он не связан с НСПД. Задам его, все равно. Мне отказали в прирезке прилегающего пустого участка в связи мотивируя тем, что участок находится в зоне здравоохранения, но в то же время другим лицам рядом там также оформили кадастровый учет участка на самострой. Как вы это объясните? Опять же,
Это тоже муниципальная услуга, это не услуга Росреестра. То есть какая схема вообще, как это работает? У вас есть земельный участок под ИЖС, или под личное подсобное хозяйство, или под садоводство. И вы можете увеличить его не более чем до предельных максимальных размеров. То есть в случае Якутска это, например, 12 соток. Зависит от территориальной зоны, но пусть будет условно 12 соток. И вы подаете такое заявление в администрацию города Якутска, и они его рассматривают, и они принимают решение. Дать ли вам прирезку, правильно это называется перераспределение, или же отказать на том основании, что земельный участок расположен в другой территориальной зоне. И опять же, возвращаясь к предыдущему вопросу, это зависит от территориального зонирования, которое установлено депутатами городского совета депутатов. Граждане могут подавать ходатайство об изменении территориального зонирования в отношении территории, которая их интересует. Угу. Так, спасибо. Еще у нас один WhatsApp-вопрос. Как долго можно не задумываться о возможном изменении кадастровой стоимости? Когда должна быть проведена очередная переоценка? Кадастровая стоимость определяется раз в год, то есть и вносится весной, то есть в весенний период. И это сейчас все происходит автоматически. То есть раньше кадастровую стоимость определяла кадастровая палата, это наша подведомственная организация. А теперь все эти функции были переданы в регионы, и этим занимается, сейчас правильно скажу, ГКУ Центр государственной кадастровой оценки. То есть если у вас не актуализирована кадастровая стоимость, или если вы считаете, что у вас кадастровая стоимость завышена, или наоборот занижена, то вы можете обратиться с обращением к ним, они могут пересчитать и установить, например, рыночную стоимость вместо кадастровой. То есть у них есть нормативы, что там условно квадратный метр квартиры стоит 100 тысяч рублей, а за каждый год существования дома там снимается, например, 1%, то есть в связи с износом. Но при этом может быть, что ваша квартира на самом деле стоит выше, и вы хотите по каким-то причинам определить рыночную стоимость. Ну, это, например, квартира где-нибудь на проспекте Ленина, понятно, что вот дому 70 лет, но у него цена все-таки повыше, потому что это самый центр, особенно если это первый этаж, и там можно установить рыночную. А так вообще кадастровую стоимость определяют раз в год, автоматически, без участия граждан. Так, спасибо. Еще один WhatsApp-вопрос. Я думаю, что, наверное, последний, да? Прирезку к земельному участку можно оформить, если участок уже 12 соток? Надо смотреть, какая максимальная площадь, но если мы говорим про город Якутск, 12 соток – это как раз максимальный размер. И в таком случае перераспределение невозможно, потому что перераспределяют до предельных максимальных размеров. Угу. Спасибо вам, Денис Алексеевич, за интересный подробный разговор. Я думаю, что наши телезрители узнали из сегодняшней беседы многое полезное для себя. Не забывайте, что каждый с понедельника по пятницу город Якутск сегодня выходит в эфир с 4 часов. Так что смело звоните нам в студию, задавайте вопросы. Темы всегда актуальные, всегда интересные. На этом я с вами прощаюсь. В студии для вас работала Ларина Сукуева. А сегодня мы говорили о новой государственной системе пространственных данных. Всего доброго, до свидания.